производители нам просто дают возможность использовать какие-то настройки. А мы, как непосредственные клубы, то есть мы как командиры групп людей, то есть мы работаем с людьми, мы должны смотреть и вычислять, а какие настройки реально сложные, то есть ближе к профессионалам, а какие более для побегать по фану, грубо говоря. То есть и мы должны пропагандировать эти настройки, и мы должны навязывать их. И, соответственно, как я и говорил, и сейчас говорю, лазертаг он начал дифференцироваться. Где-то он стал любительским детским лазертагом, а где-то стал более профессиональным по настройкам, по своим. Поэтому прямо сегодня мы не обсудим, у нас еще впереди еще игра, как говорится, у 4 команд состоится, и все вы ждете результатов, поэтому я предлагаю, если таких, воды нету, то есть конкретно, если есть вопросы, то есть задавать. Если вода, пообщаться можно с ребятами сегодня без проблем, то есть и завтра можно будет без проблем пообщаться. То есть мы, допустим, вот, с удовольствием с ребятами будем продолжать сотрудничать, то есть разрабатывать, приходить к единому консенсусу просто-напросто. Ну да, это такой вопрос, как бы мне сейчас тяжело ответить, да, будет турнир, нет, садиться, прорабатывать, и если уж проводить речь о глобальном турнире, мы готовы услышать от вас идеи, как-то соединить их со своими, с идеями российских клубов, чтобы как-то это все вместе объединить, а не разрозненно где-то там, где-то здесь. Ну, собственно, нужно время. Будем начинать. Да. У нас еще целый год впереди будет. Я бы сказал, я бы вот на все подобные вопросы ответил бы следующим образом. Можно, конечно, выдумывать новые настройки или что-то еще, но можно уже взять то, что уже существует. Значит, с 2009 года каждый год Полигон проводит международные фестивали по военному лазертагу. Более того, проводит дисциплину город Саратов. Вот. Более того, есть регламент проведения соревнований как среди гражданских, так и среди военизированных подразделений. Причем там описан сам регламент составлен не просто по образу и подобию, а по техническим требованиям, спортивным техническим видам спорта, установленных двумя федерациями. Федерациями стрельбы, точнее, конфедерация из 4 федераций. Федерация практической стрельбы, федерация тактической стрельбы, федерация оборонной стрельбы и федерация спортивной стрельбы. И второе направление – это требования по спортивному содержательному, скажем так, составляющей регламента, которая от Федерации спорта России. Федерация, насколько я знаю, что Республика Беларусь, собственно говоря, имеет очень схожие требования к всем спортивным соревнованиям, так как они являются, в общем-то, требования являются международными. Можно использовать на сайте Полигона, есть как краткий перечень требований, так и, собственно говоря, сам формат проведения мероприятий и требования к оборудованию. Что касается опыта проведения подобных мероприятий, то, с чем сталкиваются те же производители. В какой-то момент времени у Полигона была огромная сеть клубов по всей стране. Проблема была всегда собрать людей, как бы не помогал производитель и организовывал подобные мероприятия, турниры, приезд большого числа людей сопряжен с огромными сложностями организационными, прежде всего со стороны самих игроков. И здесь скорее вопрос не сам производитель заинтересован прежде всего в продаже оборудования. Популяризация это как вида спорта, опять же, для дальнейшей продажи оборудования или для поддержки оборудования.
Но когда организуется мероприятие, и мы видим в регионах, в которых вот, физически не находится сам производитель, есть его представители, или есть просто клубы, которые закупили оборудование, и они не готовы проводить подобные мероприятия. На самом деле людей, которые согласны дисциплинированно выполнять регламент, ежеквартально провести хотя бы 2 игры и собрать команду, которая потом поедет на региональные, а потом на федеральные соревнования, как оказалось, это крайне большая проблема с организацией самих игроков. Тут, простите, профессиональные федерации той же стрельбы не могут собрать зачастую команды, потому что количество людей, готовых вот так вот взять и в определенный момент времени выехать на 3-4-дневные соревнования, таких людей оказывается очень, таких команд оказывается очень много. Вы готовы сорганизоваться, чтобы проводить это на территории Республики Беларусь? А готовы приехать к нам в Россию? Значит,
У меня встречный вопрос. А вот, ну, раз вы начали обсуждать, какую именно поддержку вы ждете? Именно информационную, получается? Слушайте, я Да. добавлю, да. Во-первых, у вас, как у россиян, давайте будем все люди взрослые. В России больше финансовых возможностей, больше возможностей по организации каких-то некоммерческих, негосударственных компаний. Да? То есть у нас это все, проходить все эти этапы регистрации намного сложнее, наверное, все согласятся. Это раз. Допустим, на сегодняшний фестиваль, как пример, да, вы привезли, допустим, 100 комплектов в качестве прокатного оборудования, одинаково готовы, вот взял и пошел играть. Это совершенно другой вопрос. Вот как пример. Понимаете? То есть не то, что здесь полная солянка, я понимаю, все хорошо, я вот как пример привожу. Вы говорите, чем можешь помочь? Приезжает бус, 100 комплектов, 100 калашников, поехали. Я, ну, так, коллеги, можно добавить? Ну, я понял. Как раз
у нас у ДСД, у нас тоже есть эти стволы. Собственно, мы, допустим, мы, собственно, и собираемся постоянно внутри сети полигона. Мы с этим работаем. Здесь обсудить это то, как мы можем объединиться и это сделать. Я... Все остальное, то, что у нас в России, На каждый этап в России мы не наедем, очень далеко. Вы к нам тоже 100 комплектов возить тоже реально ездите, да? То есть это, ну, Андрей говорит, что есть 100 комплектов, мы можем уже организовать какую-то, ну, то есть расписать график, чтобы уже начать проводить соревнования. То есть, если у вас есть 100 комплектов, почему вы... Но я не знаю, у нас у нас остальные. Но они же просили 100 комплектов у нас. рабочие, которые могут это сделать. Единственное, что мы хотели у вас узнать, можем ли клуб хотя бы могут ли иметь у производителей, тоже меня интересовало, какую-то скидку для того, чтобы нам было, потому что на самом деле вы не заработаете особо много. Но мы можем популяризировать это как вид спорта. Но мы упираемся в финансовую, то есть давайте честно, да, Все убираются в финансовую сторону, на самом деле. Потому что все материалы, мероприятия, которые мы проводили, чтобы у нас есть модернизация. То есть, если это, у вас есть два варианта, либо их замена полностью, либо же это самое, либо если модернизировать, который будет дешевле. Вот нам к этому хотелось А что они будут делать со старыми? Они ничего, чтобы мы могли свои старые переделать. Можно я ну, Мне кажется, что нету с нами этого комплекта, потому что даже сегодняшние игры возникали трудности технические. И на любой даже прокатной игре возникают технические трудности. Всегда. Да? То есть сомневаюсь, что на такую идеальную соревновательную деятельность, да, которая в Беларуси пройдет, все будут играть на одинаковом оборудовании, с одинаковыми правами, настройками и всем лицам, приедут в Россию, там все то же самое будет. Если в России будет производитель, там будет более новое оборудование, там будет более точное, более какие-то до нас полностью так, чтобы соревновательные деятельность не доходит. У нас, к сожалению, время ограничено. На самом деле, я хочу подытожить немножко. Смысл в чем заключается? Производители заинтересованы в нас. И то, что они здесь присутствуют, это доказывает. То есть обсуждать скидку дайте, дешевле продайте, это мы обсудим. Можно я добавлю? Обсудим лично дешевле. Если мы продемонстрируем то, что мы делаем, а мы должны это сделать, я предлагаю площадку вот этого вот фестиваля дальше развивать уже. Дальше развивать не просто фестиваль один раз в год, а развивать просто-напросто квартальные какие-то сборы. Дальше развивать. И если производители видят, что за нами идут люди, они сами к нам обратятся, а давайте мы к вам приедем. да, мы готовы, можно слово? Да, мы готовы, конечно же, поддерживать, но вот каждое мероприятие, каждую ситуацию надо, я считаю, отдельно все-таки разбирать. Вот если будет конкретный разговор, не как в общем сейчас, вот у нас такое мероприятие, нам нужно от вас, вот от производителей то-то, то-то, то-то. Мы это все согласуем и без проблем проведем. Найдем общие стороны взаимодействия, то есть общие интересы. И последнее, с моей стороны, нам очень сложно говорится о настройках. Кто-то использует в лиге использовали 2 жизни, да, и мы это технически объясняли всем, кто не участвовал, все с ним согласились. Сегодня, например, используется 4 жизни. Это первый раз использовалось, это, скажем так, переходный маневр. Я все-таки планировал, что лазерваровских клубов будет больше, они, как правило, на таких настройках, поэтому я скрестил бульдога с носорогом, я сделал сложные настройки, но оставил им 4 жизни. Дальше будет сложнее. Я здесь тоже играю с 2 жизнями, и снайпер убивает с 1 выстрела. То есть новости тут нету. Все прекрасно понимают, хочешь профессиональную игру, получай условия тяжелые для игры. Дело в том, что занимаюсь подготовкой электроники именно, да, скорее бульдога со здоровым, то есть именно ЛСД электронику с лазерваровскими корпусами, потому что берется одно, уже и второе уже, да. Но факт в том, что по настройкам, допустим, очень хорошо было бы играть на профессиональном уровне, если бы перезарядка была 10 секунд. Но, допустим, у ЛСД электроники, что мы добиваемся полгода, мы не просим сделать, что
думаю, об этом мы поговорим после презентации полигона от Российской Федерации. Осталось дождаться конца презентации и уже начинать обсуждать и говорить. Да. Можно мне еще вопрос пожелать? Я хочу поблагодарить организатора этого фестиваля. Здорово, что в Беларуси у нас такой фестиваль появился первый. Я очень надеюсь, что будет изобиться в 2019-2020 дальше. У меня есть такая идея, желание, возможно, получится сделать это мероприятие более масштабным, значит, более интересным, если его объединить вместе с трейдболистом и мини-болистом, и лазертегом, Ну, давайте объединим. Не, на самом деле объединяться можно бесконечно долго и бесконечно, ну, то есть это, знаете, не существует границ. Надо просто работать в этом направлении. Я со своими ребятами, то есть те, которые подписались, соорганизаторы, то есть не то, что ООО ПБ-7 занимался этим вопросом, были и представители с ЛСД Electronics, с клуба Лазертаг бывшего Тимгейма, этот Вейсов, лазерварщик, наш представитель был тоже, помогал сценарий писать. То есть мы создали фестиваль из 5 картинок в интернете. Вообще, то есть вот просто вот так вот. То есть возможности есть у всех. Было бы только желание. Я сразу говорю, все вы меня видели, как я тут мечусь, как белка в колесе. То есть это адский труд, но это возможно. Это возможно. Не все будет сразу гладко идти, но все возможно. Поэтому вот дальше по объединению, по развитию, по строительству больше все зависит в первую очередь от нас самих, а потом уже от каких-то производителей. Потому что производители тоже в какие-то свои рамки ограничены. То есть у нас свое понятие, у них свое понятие в этом отношении экономики. И все впереди на самом деле. И насколько будет следующий фестиваль больше, я уже неоднократно слышал от ребят из других клубов, что мы всегда поддержим, мы всегда. Все будет зависеть от нас. Поэтому мои двери всегда открыты, мы движуху будем продолжать, будем развивать. Это факт. То есть, а потом уже, когда будут у нас возникать вопросы, мы будем обращаться за помощью периодически к производителями, а там уже будет видно, есть у них возможность помочь нам или нет. Поэтому это, скажем, фишку финиш ставим, да. Значит, слово предоставляется Валентину Островскому, представителю компании «Полигон» из Российской Федерации. Спасибо большое, уважаемые участники. На самом деле я хотел сказать несколько слов, буквально несколько слов о самой компании «Полигон», чтобы было вообще понятие, почему мы занимаем ту или иную нишу или то иное отношение к коммерческому лазертагу. Вообще система «Полигон» существует уже, в этом году будет 16 лет, как мы, в общем-то, состоялись как некая команда разработки. И первоначально Полигон занимался и занимается до сих пор это созданием систем, тренировочных систем имитации огневого контакта и тировых комплексов для сотрудников силовых подразделений, военизированных подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Изначально система лазертага «Полигон» создавалась именно как тренажер. И только потом она начала находить свое отражение в качестве некого коммерческого лазертага. Потому что с самого начала мы, в принципе, и ориентировались на военизирование подразделений и стандарты, присущие больше армии и МВД. Именно поэтому мы и создавали тактические тренажеры полигонные, которые, собственно, нужны были именно для отработки каких-то тактических навыков. И основная задача была именно воспитание, скажем так, бойцов подразделения. Тем не менее, коммерческий успех
коммерческого тега, он, собственно говоря, вылился в том, что существует на сегодняшний день уже не один, а много производителей, которые существуют много лет, каждый успешно работает на своем поле. Мы с большим уважением относимся как раз к компании ЛСД, которая начала разработки самостоятельно и самостоятельно создала свой продукт, не занимаясь фактически похищением технологий, а с нуля придумали и внедрили именно очень интересные решения как раз в разделе эконом-сегменты, что позволило очень сильно популяризировать вообще лазертаг как направление. Но мы двигаемся дальше, и следующее, от лазертагов мы уже переходим к немножко другой линейке, это линейка FireTag. Это работа с охлащенным оружием, которая может использоваться, кстати, не только как тренировки, для тренировок сотрудников, так и может использоваться для проведения игр среди гражданских лиц. Сейчас мы делаем системы, совмещенные с несколькими стрелковыми комплексами. Мы используем и охлащенные автоматы, используем охлащенные пистолеты, для которых не требуется разрешение на приобретение, хранение и перевозку. Более того, теперь и с этого года и боеприпасы приобретаются просто на основании паспорта. Насколько я знаю, в Республике Беларусь все несколько чуть сложнее с этим, но как мы... Нет, на самом деле нас попугали, но у меня на следующей неделе будет очень интересное общение с одним из ваших чиновников, из ваших, я прошу прощения, именно белорусских чиновников, потому что я представляю в данном случае на российскую сторону. На самом деле речь о том, что подобные вещи будут продаваться в различные военно-патриотические клубы и будут разрешены для гражданского оборота, вероятность этого очень велика. При этом мы привозили и показывали, демонстрировали эти системы уже неоднократно и силовикам, и показывали их чиновникам, говоря о том, что у вас есть программа начальной военной подготовки в школах, вузах, в учебных заведениях, для чего вам все равно рано или поздно понадобится то или иное оборудование. Как раз не только для FireTag, но и для лазертага мы сейчас разработали комплекты поля, которые работают по принципам индивидуальных комплектов, которые вы используете для игр на базе разгрузок, повязок и в данном случае вы используете уже готовые имитаторы с внутренней интеграцией, а мы предлагаем немножко отойти от такой традиционной компоновки. У нас есть просто внешний блок. Просто эффективно. На планку вигер, на ласточный хвост. Оборудование может срабатывать как на отдачу в случае, если это FireTag, так и на замыкание контакта в случае, если это лазертаг. И вся эта система может крепиться на любой либо страйкольный привод, либо на массогабаритный макет, либо на, если уж сравнивать, можно и на швабру повесить, если очень захотите, и будут боевые метла. Принцип компоновки вот в таком маленьком устройстве всей системы электроники, а датчики, находящиеся на разгрузках и на повязках, которые можно, собственно, надевать как поверх амуниции уже существующей, так и ее заменять, потому что, например, вот такая разгрузка «Квартал», она позволяет подключить, например, второй ствол, короткоствол. И имеет длинный ствол и вторичное оружие, которое может использоваться при необходимости. При этом сейчас у нас появилась и такая новая технология, как система
есть при использовании вот таких вот блоков, на нем есть дополнительная клавиша, которая может посылать сигнал. Вот. И в случае, если полигон радиофицирован, то есть электронная база покрывает его территорию, то ответ от игрока, на которого будет направлен этот луч, соответственно, вернется к стреляющему в виде либо зеленого, либо красного индикатора. Вы можете понять, это свой или это чужой. Такая система на самом деле была опробирована и использована как раз не в игровом сценарии, а для оперативного применения. Была создана по заказу одного из силовых ведомств. На самом деле столь громоздкий вид связан, вот я честно скажу, вот эта штука создавалась исключительно под требования нашего военного ведомства. Вот. А так как у нас в большинстве случаев в армии требуют, чтобы у нас оборудование было дорогостоящим и не, скажем так, его можно было бить о дерево и не только о дерево, вот. Нам приходится создавать такие достаточно ударопрочные конструкции. Они, может быть, не очень красиво выглядят, зато очень эффективны. На сегодняшний день мы обеспечиваем возможность сбора статистики